Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о его главных темах. Валдайские тезисы. Нужны дискуссии, нужны обсуждения, нужны, самое главное, живые разговоры. О чем в Казани говорят эксперты из разных стран? Выслушал Дмитрий Аренин. Более 1500 аварий за прошлый отопительный сезон. Износ нарастает, в тарифах инвестиционная составляющая минимальная. Об итогах отопительного сезона и подготовке к новому расскажет Вероника Гайнудинова. В Татарстане активизировались клещи. Присмотрелась, и оказалось, что это клещ. Я не знала, что делать. Чем опасен укус клеща и как себя защитить, расскажет Ильгиз Шакуров. Муслимовский район и Восточный Татарстан. От прошлого к настоящему. Мы поставили цель написать историю всех татарских сел России и Татарстана, само собой. О чем говорили сегодня краеведы с 12 регионов страны на берегу реки Ик, расскажет Салават Мухаммадулян. И начнем с главного. Сегодня в Казани открылась Центральноазиатская конференция дискуссионного клуба «Валдай». Здесь российские и зарубежные эксперты обсуждают большой спектр вопросов. Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира. Совместный путь в будущее. Так звучит основная тема встречи в нашей столице. Сегодня в Казань приехали 60 специалистов из 16 стран. Это действующие, бывшие политики, известные ученые, руководители корпораций. Дмитрий Аренин на первом дне конференции. Добрый день. Конференция сегодня началась со слов соболезнования по поводу трагедии в Казанской гимназии. Выразить слова соболезнования и поддержки в связи с имевшими место недавно трагическими событиями. Только после этого перешли к повестке форума. Как отметили организаторы, Татарстан занимает важнейшее место на континенте. Казань является важнейшим пунктом, важнейшим, я бы сказал, элементом, как нам кажется, очень важного процесса преобразования мира. Рустам Минниханов поблагодарил за поддержку. Как отметил президент, для республики большая честь принимать гостей Валдая. И очень важно услышать экспертную оценку сотрудничества Татарстана со странами Центральной Азии. Республика Татарстан активно участвует в процессах евразийской интеграции, реализует совместные гуманитарные и экономические проекты с государствами Центральной Азии. В апреле текущего года в нашей столице принимала заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств. На конференции в Казани встретили 60 экспертов из 16 стран. Это действующие бывшие политики, советники глав государств, эксперты-международники, представители научно-исследовательских институтов. Как заявили, актуальность встречи обусловлена тем, что в этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. И нужно обсудить, чего удалось добиться в новых условиях межгосударственных отношений. Страны Центральной Азии были и остаются стратегическими партнерами России. При этом, как отмечают на экспертном уровне, этому региону долгое время не уделялось достаточного внимания. Даже в условиях эпидемии коронавируса и соответствующих ограничений удалось сохранить и даже кое-где увеличить показатели двусторонней торговли. Совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии в 2020 году вырос до 28,5 миллиардов долларов США, увеличившись примерно на $1,5 по сравнению с докоронавирусным 2019 годом. Одной из главных тем стала пандемия. Как отметили эксперты, это, конечно, кризисное явление, но на некоторые макроэкономические процессы она оказала позитивное влияние. То, что сложилось на финансовых рынках по фьючерсам, это уже было пределом существующей экономики. Отрицательные цены на нефть. И фактически вот эта пандемия коронавируса, она была благом для мировой экономики, если брать общий результат. Конечно, это еще пока не закончилось, пока это все еще идут процессы и так далее. То есть перегрев мировой экономики нуждался вот в этом спуске. Еще одной темой стала безопасность. Как считают эксперты, у России и ее союзников достаточно сил. Государства-члены ОДКБ и Россия, они совместно смогут дать отпор любому, агрессору, который будет стараться даже или намереваться напасть на
государств Центральной Азии. Это невозможно, потому что силы очень мощные. В конце года Валдайский клуб собирается выпустить доклад, посвященный российской политике на постсоветском пространстве за последние 30 лет. И конференция в Казани послужит одним из ключевых интеллектуальных источников для этой научной работы. Есть потребность, вот так скажем, вживую пообщаться, ведь многое, что остается, как скажем, за кадром, да? И уже вчера, сегодня мы по многим вопросам мы даже уже наметили совместные где-то новые экспертные проекты, мы наметили повестку наших предстоящих заседаний. Конференция в Казани продолжится завтра. Завершением станет большая живая дискуссия, где каждый участник сможет свободно высказаться. Дмитрий Айринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. По обращению Рустама Минниханова Татнефть профинансирует строительство бассейна в 175-й гимназии Казани. Накануне президент дал поручение полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять функционал и расположение кабинетов. Сейчас Татнефть совместно с компанией Татинвестгражданпроект ведут разработку эскизного проекта. Строительство начнется в ближайшее время. Планируется, что новый учебный год школьники начнут в обновленном здании. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в тяжелом состоянии. Об этом агентству ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сейчас на лечении в Казани находятся 18 детей, 5 школьников в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу медиков сейчас вызывают 2 ребенка. Их состояние тяжелое. Проводятся хирургические процедуры, сказал глава Минздрава. Мурашко уточнил, 1 ребенок с ранениями брюшной полости, другой с тяжелым ранением нижних конечностей. Как стало известно, столичные врачи проводят консилиумы 2 раза в день, чтобы корректировать тактику лечения. Все остальные пациенты в средней степени тяжести, 3 детей уже выписаны, отметил министр. Более 1500 аварий на коммунальных сетях произошло в республике в минувшем отопительном сезоне. С таким показателем энергетики завершают осенне-зимний период. Об этом говорили сегодня на итоговом совещании с участием президента. Острые вопросы, частые коммунальные аварии, большие долги за ЖКХ, высокая изношенность сетей. Какие задачи поставил Рустам Минниханов отрасли и как ошибки прошлого не допустить в будущем? Об этом Вероника Гайнудинова. Были моменты напряженные, вовремя все службы сработали. Аварийных ситуаций в этом отопительном сезоне было немало. Более 1500. Наиболее серьезные 5 декабря в Елабуге без тепла остались более 14 тысяч человек. В Казани 13 января на Краснококшайской из-за прорыва без тепла остались 10 тысяч человек. В Нижнекамске 18 января без горячей воды оказались 20 многоквартирных домов и 1 детский сад. Инфраструктура, тепловые сети. Вот нам надо будет, возможно, некие программы на будущее скорректировать, потому что инженерные сети в сложной ситуации, поэтому за счет капитальных вложений эту работу надо будет начать. Состояние инженерных сетей является системной проблемой в сфере ЖКХ. Это одна из основных причин высокой аварийности. Согласно статистике, степень износа сетей в республике сейчас составляет 54%. При этом являются ветхими и требуют замены более 30% коммуникаций. Еще один вопрос – готовность к отопительному сезону. В Татарстане он начался вовремя, но вот не все получили разрешение от Ростехнадзора. Это Пестрецы, Челны и Казань. Было сказано, что 3 муниципалитета не имеют паспорта готовности, по-моему, Казань, Челны и Пестрецы. В чем проблема? В Казани, Рустам Галич, решение принято. Там в январе мы переключили на блочно-модульную котельную. Там деньги были выделены. Значит, по Челнам, которые сейчас перекладываются, в июле завершат. А Пестрецы – это частная котельная, где подключено 4 дома. Просто не допустили туда сотрудников Ростехнадзора. А как они работали-то? Тепло не давали? Самовольно подключили без разрешения. Принимать решения по таким, товарищи. Серьезная тема – долги за энергоресурсы жилищно-коммунальных организаций. А именно от этого зависит бесперебойная поставка коммунальных услуг, подчеркивает премьер Алексей Песошин. В подготовке прохождения отопительного сезона являются своевременные расчеты организации жилищно-коммунального хозяйства за потребленные энергоресурсы. Как было отмечено ранее, несмотря на определенное снижение задолженности, просроченная задолженность на 1 мая 2021 года за электроэнергию составляет более 105 миллионов рублей.
за потребленный газ более 405 миллионов рублей. Прошедшая зима была значительно холоднее. По этой причине потребление тепловой энергии выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, но при этом организации ЖКХ терпят убытки. По итогам 2020 года 24% организаций жилищно-коммунального комплекса являются убыточными. Одной из причин такого положения предприятия является ограничение роста платы граждан. Тарифы утверждаются, как правило, не выше уровня инфляции, что не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия по повышению эффективности деятельности организации. Только подвели итоги прошедшего отопительного сезона, как началась подготовка к предстоящему. На котельных уже приступили к плановому ремонту и модернизации. Рустам Миниханов призвал главу Ростехнадзора заранее проверять готовность городов и районов, чтобы тепло в дома татарстанцев поступало своевременно. Также президент поручил усилить платежную дисциплину за услуги ЖКХ. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Татарстанца едва спасли после укуса гадюки. Инцидент произошел в Пестричинском районе. Как рассказывает пострадавший, он приводил в порядок могилу на кладбище и вместе с сухой травой нечаянно задел змею. Ядовитая пресмыкающаяся укусила мужчину в левую руку. Он успел оперативно вызвать скорую помощь. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Казанскую 7-ю горбольницу. На момент поступления состояние оценивалось как тяжелое. Из противошокового зала пациент по тяжести состояния был доставлен в отделение реанимации, где провел первые сутки. После этого с положительной динамикой переведен в соматическое отделение токсикологии, где и продолжает лечение на данный момент. Сейчас с приходом жары змеи в Татарстане активизировались. По словам специалистов, они чаще всего нападают на людей в целях самозащиты. В брачный период они становятся более агрессивными, чем обычно. Поэтому сейчас нужно быть наиболее аккуратными. На прогулке в лес рекомендуют надевать резиновые сапоги. Если не удалось уберечься от укуса змеи, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Степная гадюка встречается в Спасском районе Республики Татарстан. Это редкий вид. Общая численность в пределах нашей республики, она, наверное, исчисляется несколькими сотнями. Оба наших вида гадюк внесены в Красную книгу Республики Татарстан и охраняются. С начала весны уже почти 2000 татарстанцев пострадали от укуса клещей. Из-за жаркой погоды в этом году они особенно активны. Чем опасен укус клеща и как себя защитить, выяснял Ильгиз Шакуров. Город еще не проснулся, а дезинсекторы уже работают. Из-за аномально жаркой весны все силы в этом году брошены на обработку зеленых массивов. С конца апреля в Казани обрабатывают все парки и скверы. Действие препарата сохраняется в поверхности в течение месяца-полтора месяца. Препарат безвреден для здоровья человека и безопасен для окружающей среды. С начала весны от укуса клещей пострадали почти 2000 татарстанцев. Больше всего пострадавших в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. В 40% случаев клещи кусают людей на дачах. Подхватить клеща можно где угодно. Эти кровососы не прыгают, не нападают с деревьев, а поджидают людей и животных в траве. Поэтому, прогуливаясь, наденьте светлую закрытую одежду, а после осмотрите себя и своих близких. Неожиданный сюрприз преподнес отдых на природе Разиле Гайнуддиновой. Девушка была с друзьями на шашлыках, а на утро обнаружила на ноге клеща. Это уже второй случай в ее жизни. Я была в это время в деревне, и приехать в город не было возможности. И я сказала об этом бабушке. Ладно, Разиля, давай не будем паниковать. И она просто взяла и удалила. Однако снимать клеща самому нежелательно, говорят эксперты. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью либо в травмпункт, либо в поликлинику по месту жительства для удаления клеща. И в дальнейшем для доставки этого клеща для лабораторного исследования. Укус клеща грозит человеку энцефалитом и клещевым боррелиозом. Самый надежный способ защиты – прививка, говорят врачи. Ее делают раз в 3 года и лучше до начала летнего сезона. Если планируется выезд куда-то на природу, допустим, на дачу, в лес, можно предварительно сделать профилактику против укуса клещей. Все согласно программе ОМС, по закону можно все в условиях поликлиники произвести. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии Роспотребнадзора. Номер на экране. Ильгиз Шакуров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
На смену аномальной жаре в Татарстан ворвется град и шквалистый ветер. Штормовое предупреждение поступило от гидрометцентра. Так уже сегодня ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду. Гроза и град. Ненастье продлится до пятницы. МЧС республики просит не оставлять детей без присмотра. И вот, как стало известно, Рафис Хабибуллин ввел режим «Повышенная готовность» для сил местных пожарно-спасательных гарнизонов. Жители садового товарищества в Камских Полянах стали свидетелями редкого случая. Они встретили рысь. Этот хищник занесен в Красную книгу. СНТ находится в чаще леса, поэтому дикие звери здесь частые гости. Однако рысь встретилась впервые. Неожиданная встреча напугала людей, но животное вело себя спокойно. Вот она, видимо, с той улицы шла, из того лесочка теперь в этот лесочек переходила. И тут вот она нам на дороге попалась. Я очень испугалась. Нас в детстве все предупреждали на лыжах, когда зимой ходите, смотрите под деревьями, не ходите, рысь. Интенсивная жилая застройка вокруг Казани привела к катастрофической нехватке воды в поселках. Засуха в пригородах. Есть ли решение? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Почти 1 миллион экземпляров бюллетеней для предварительного голосования на следующей неделе поступят на счетные участки. В этом году в Татарстане их будет 557. Выборы кандидатов в кандидаты в Госдуму пройдут с 24 по 30 мая. Голосование по смешанной системе. Всю неделю жители республики смогут голосовать онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Отдать голос очно татарстанцы смогут 30 мая. Для этого нужно будет обратиться в ближайший участок по месту жительства. В случае возникновения вопросов работает служба поддержки. Телефон указан на экране. Само голосование рейтинговое. При желании можно поставить галочку рядом со всеми кандидатами. По итогам праймериз будет сформирован список от регионального отделения «Единой России» для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. Комитет провел довольно большую работу, связанную со своевременным сбором всех необходимых документов, оказанием методической помощи кандидатам по подготовке документов и материалов. Мы на сегодняшний день завершили все работы, связанные с оформлением документов. Утвержден формат электронного бюллетеня, утвержден формат бюллетеня для очного голосования. Народные традиции нужно знать с детства. Это один из посылов, прозвучавших сегодня на выездном заседании Президиума Совета Ассамблеи народов Татарстана. Он прошел в Заинске. Провел его Фарид Мухаммедшин. В год родного языка и народного единства он отметил, в Татарстане реализуется ряд целевых программ. В городах и районах республики открываются дома и центры дружбы народов. Регулярно проводятся национальные праздники, фольклорные фестивали, ярмарки ремесел. Работают школы и детские сады с русским, татарским, чувашским, марийским, удмуртским языком обучения. Компактно проживающих большинства населения в сельской местности, в детсадах, в яслях, почему бы не проводить такую же работу по сохранению с измальства, с детства языка отца и матери. То, что запомнится с детства, впадет им в память, сохранится на всю жизнь. Этнотуризм, создание карты истории сел республики и сохранение родных языков. Об этом сегодня говорили краеведы, ученые и общественники на Всероссийской конференции «Муслюмовский район» и «Восточный Татарстан. От прошлого к настоящему». Она прошла в Муслюмово. Поделиться результатами краеведческих исследований приехали специалисты из 12 регионов страны. Что их волнует, расскажет Салават Мухаммадуллин. Левый приток Камы – река Ик. Она протекает практически по границе с соседней Башкирией. Кто проживает, как развивалась территория? Ответы краеведы и исследователи ищут вместе практически на ее берегу, здесь, в Муслюмово. 150 ученых и общественников с 12 регионов страны. Главная тема выступлений – Муслюмовский район и Восточный Татарстан. От прошлого к настоящему. Девиз конференции – родной язык и единство народа. Залог благополучия и процветания. Мы поставили цель написать историю всех татарских сел России и Татарстана, само собой. А для того, чтобы это написать, надо провести, во-первых, вот такие конференции, научные исследования и прочие архивные работы.
Как сохранять уникальные природные объекты и памятники архитектуры? Как развивать этнотуризм и изучать родословные? Ответы на эти вопросы искали участники форума. Мы вняли опыт наших коллег, очень много удивились. Вот они нам с какой стороны подходить к этим общим проблемам, как, например, в архивах покопаться научили, как к кому обращаться в первую очередь. Татарский язык — это все равно, когда люди приезжают, ты должен показать свой быт, свою национальную одежду, свой национальный продукт. Это же не от одного комплекса музея только зависит, это все свое бытие показываешь. Всероссийская конференция посвящена Году родных языков и народного единства. К тому же Муслюмова готовится отметить 300-летие. Хотя некоторые результаты исследований Академии наук говорят и о том, что Муслюмова может иметь и 500-летнюю историю. Изучение истории родного села, родного края – это очень важно. Я так скажу. Основа татарской идентичности зависит от семьи, от системы образования. Здесь, вы знаете, у нас есть проблемы. Днем ранее мы побывали в Актаныше, пообщались с депутатами из Башкирии. Они очень эффективно работают, создают законы. Нам в этом нужно брать с них пример. В Госсовете нам нужно усилить эту работу и конкретизировать. И третье – это религия. Через религию прививать любовь к родному языку. Сегодня завершился только первый этап конференции. Второй продолжится завтра уже в городе Туймазы, Республики Башкортостан. По итогам обсуждений планируется издать научный сборник и выработать задачи для продолжения краеведческих исследований и развития сел и народов Восточного Татарстана и его приграничных территорий. Салават Мухаммадуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Муслюмовский район. Еще один международный российско-египетский молодежный форум открылся сегодня в Казани. 2 дня представители двух стран будут обсуждать сотрудничество в добровольчестве, креативных индустриях, дипломатии, предпринимательстве и инновациях. Молодежный форум проходит в 2 городах – Москве и Казани. Он будет насыщен интересными сессиями и дискуссиями. Каждый участник сможет высказать свои предложения и пожелания. Итогом форума должна стать дорожная карта совместных двусторонних действий и конкретные проекты. В этом году Россия и Египет проведут более 200 совместных мероприятий. Это инициатива, которая не только позволит осуществлять поддержку системного взаимодействия между молодежью России и Организацией исламского сотрудничества на федеральном уровне, но также обеспечит возможность для регионов, главным образом для молодежи, нарастить свой опыт и навыки в области международного гуманитарного сотрудничества. Урок футбола от легенд футбола. Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Дмитрий Оленичев сегодня сыграли с ребятами из казанских школ на одном поле. 80 лучших игроков города разделились на 2 команды и сыграли звездный матч в формате 40 на 40. Так в Казани стартовал городской этап всероссийского турнира «Кожаный мяч». Урок футбола для ребят организовали Российский футбольный союз и группа компаний «Таиф». Такой матч они еще точно не играли. Необычный формат 40 на 40. Вместо 22 игроков на поле все 80. Это ребята из казанских школ. Все влюбленные в футбол. Они участники городского этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». Был интерес. Играл с друзьями. Они круто играют. Я нет. Но начал тоже ходить играть. Вот теперь также играю. Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин и Дмитрий Оленичев. С ребятами сегодня играют звезды российского футбола. Необычный формат оценили и они. Для меня это весело. Такой фан. И я думаю, для детей то же самое. Потому что поиграть в таком количестве на поле, на одном, тем более с бывшими игроками сборной России, мне кажется, любой ребенок может об этом только мечтать. Я бы, наверное, мечтал об этом. Возможность проявить себя, показать большой аудитории то, что ты можешь. Это их мотивирует для того, чтобы дальше тренироваться, играть, чего-то добиваться. Это прекрасно, то, что у нас появляются такие звезды. Урок футбола для ребят организовали Российский футбольный союз и группа компаний «Таиф». Мы занимаемся реализацией программ по развитию футбола в Республике Татарстан, развитию инфраструктуры футбольной и в целом популяризации футбола, созданию такой большой серьезной экосистемы.
После игры автограф-сессия и фото с любимыми игроками. Я очень люблю футбол. Всероссийский турнир «Кожаный мяч» – самое массовое соревнование по футболу в стране. Победитель среди казанских команд определится в конце недели. А итог звездного матча – дружная ничья. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На этом все. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, в наших аккаунтах ВКонтакте, Инстаграм. До встречи. Всего доброго. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде после полезной информации. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка. Подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево переменная облачность, временами с дождем. Температура станет ниже, плюс 23 градуса. Пройдут местами дожди и в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидаются небольшие дожди и усиление ветра. Днем плюс 22-24 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтаси жара спала, ветер усилился. Ожидается дождь плюс 21. В Болгаре, Дорожном и Буинске облачно с прояснениями, временами с дождем, днем до плюс 22. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше также не обойдется без осадков и понижения температуры. Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявления аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетки Благир растворяются во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани солнце будет прятаться за облаками. Местами пройдут дожди. Ночью около 16 тепла. А днем температура воздуха понизится до плюс 23. Ветер усилится, будет юго-западного направления. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.